Дорогие друзья, добрый день! Калимейра! Как ваши дела? Надеюсь, что у вас все хорошо. Рада вас снова приветствовать на моем канале. Спасибо, что зашли и смотрите. Этим видео я хотела бы начать серию кратких информативных видео, посвященных тем словам, которые мы используем каждый день в русском языке и в греческом. Это слова «здравствуйте», «до свидания», «пожалуйста», «простите», «прощайте» и так далее. «Спасибо». Да, тоже очень важное слово «благодарю», потому что у них у всех очень интересная этимология, и мне кажется, если мы будем задумываться о том, что же именно конкретно мы желаем и говорим, таким образом нам будет интереснее выражаться каждый день, интереснее использовать наш родной язык и греческий язык, который мы все изучаем. Поэтому, мне кажется, это обогатит немножко наше видение на мир. Напишите, пожалуйста, насколько вам это было бы интересно. Может быть, у вас у самих есть вопросы, посвященные вот таким обычным, нашим обыденным словам, которые, как вам кажется, наверняка значат что-то большее, чем мы привыкли предполагать. Ну что, сегодня у нас будет первое слово из этого цикла. Очень простое и очень приятное. Это «здравствуйте», либо «здравствуй». Одно из самых первых слов, с которым знакомятся те, кто начинает изучать греческий язык, однозначно, даже если вы не знаете языка и просто побывали в стране, вы однозначно помните это «яшу» и «яшаш», правда? Так вот, что же это значит? На самом деле, слово достаточно странное, у него нет ударения. Мы знаем уже, мы запомнили, что у нас «яшу» — «привет тебе», мы обращаемся на «ты», «яшаш», соответственно, «здравствуйте» на «вы». Что же мы говорим и как максимально близко найти перевод в русском языке? Ну что, слово это произошло от древнегреческого слова, и новогреческого тоже, «ия», которое значит «здоровье». Ну что, теперь вы наверняка догадались, «Ия» у нас здоровье, но с течением времени наше «ипсилон», за ненадобностью, из-за того, что мы часто используем это слово, соответственно, оно уже стало не так использоваться, в выпадении гласных достаточно частый феномен. И что же получилось? Вместо «ия» у нас остался «я». И, соответственно, мы говорим «яшу», дословно «здоровье тебе», «я шаш», «здоровье вам» мы желаем, То есть, фактически, это у нас абсолютный перевод того, что мы говорим в русском языке. «Здравствуй» и «здравствуйте». В русском языке наше «здравствуй» тоже потеряло несколько гласных, Мы тоже фактически желаем здоровья, когда здороваемся. От слова «здоровье» выпало несколько «о», что же поделаешь, и получилось «здравствуй», «здравствуйте». В следующий раз, когда вы здороваетесь с кем-то, представьте, какой прекрасный смысл у этого слова, Когда мы видим человека, мы желаем ему здоровья, процветания, благополучия, и, как говорят и греки, и русские, здоровье прежде всего. Поэтому здоровья желаю и вам, яшаш. Кстати, в греческом языке мы используем яшу и яшаш и при прощании. В русском языке у нас уже не так это распространено, но вот вспомните литературные произведения, либо старое кино, середины 20 века, или произведения 19 века. Довольно часто при прощании использовалось, например, между друзьями, между братьями, можно было попрощаться и сказать здорово. Здорово оставаться. Сейчас в современном языке это не так распространено, но однако это же было. Фактически в наших языках очень много общего, и тот посыл, который мы несем с нашими словами, которые мы употребляем каждый день, он очень важен. В следующий раз задумайтесь об этом. Ну что, наше слово «ия» употребляется у нас в краткой такой форме не только при приветствии кого-то, также оно у нас сохранилось, когда мы, соответственно, в большой компании выпиваем за чье-то здоровье. Вспомните, что мы говорим в греческом языке. Я уже забыла, что мы говорим в русском языке, но мне кажется, мы говорим за здоровье, на здоровье иногда, но в основном за здоровье. В греческом языке тоже говорим, чокаемся бокалами, говорим «ямаш», здоровье наут, всем нам, сидящим за столом. Ада ямаш, ну-ка за здоровье. И все чокаются. Соответственно, здесь тоже осталось слово «ие». Когда еще вы можете услышать наше слово «здоровье» в краткой форме, очень часто
Ну, не знаю, это в зависимости, конечно, от круга вашего общения, но, например, я шу, очень часто говорят мои друзья, когда наконец-то до меня доходит, что они хотят сказать, да, то есть мы говорим я шу, когда наконец-то собеседник нас понял и говорит, ну, наконец-то ты понял, да, я шу. Именно это я имею в виду. Тоже говорю в краткой форме, я шу. Ну и что? Также слово «яс» у нас часто встречается, когда, соответственно, мы занимаемся покупками. Обязательно, если это покупки, например, какие-то глобальные, типа дачи, машины, дома и так далее, но если мы покупаем что-то плюс-минус небольшое, да, то есть это, например, может быть предмет гардероба, нам продавец при оплате обязательно пожелает «мэяшаш», либо «мэяшу», то есть пользуйся с удовольствием, то есть пусть это тебе будет на радость, да, здесь уже, конечно, самого значения здоровья нет, но вот пользуйся с радостью, мы обязательно говорим «мэяшу», да? Ну и, наверное, одно из самых еще распространенных выражений, в которых вы услышите, увидите, это краткое слово «здоровье», да, без «ипсилон», встречается у нас опять-таки за столом, когда у нас идет застолье, мы приглашены, например, в гости, и нам так все вкусно, конечно, за греческим столом, и мы очень хотим похвалить хозяйку, которая, соответственно, приготовила всю эту вкусноту. Мы обязательно пожелаем «я штахерияшу», если мы общаемся на «ты», либо «я штахерияшаш», если мы общаемся на «вы». Дословно это значит «здоровье твоим рукам», «здоровье вашим рукам». Как вкусно и прекрасно вы все приготовили, да? Пусть у вас будет здоровье рукам готовить так же вкусно еще многие годы. В турецком языке есть точно такое же выражение «элирене салык». То же самое и в греческом «я штахерияшу». В русском языке, напомните мне, по-моему, у нас ничего такого нет, но это очень интересная особенность греческого языка. Попробуйте в следующий раз, поиспользуйте на своей, например, свекрови, либо на своих друзьях, пригласивших вас в гости. Попробуйте, посмотрите и расскажите мне, как часто вы слышите эти выражения и насколько вы задумываетесь над тем, что мы говорим и употребляем каждый день. Ну что, пожалуйста, напишите, насколько вам интересна эта рубрика, потому что я обожаю копаться в значениях слов, в их этимологии, я постоянно об этом задумываюсь, поэтому если вам было бы интересно услышать и про другие ежедневные, наши обычные каждодневные слова, пожалуйста, напишите, ну и вообще напишите, что интересно еще было бы послушать от меня. Так у меня в планах большое видео, страшное, ужасное, про родительный падеж. Это тот, кто начинает учить греческий язык. Ну и, конечно же, мы обязательно разберем настоящее, прошедшее, будущее время уже для продвинутых. Спасибо вам за внимание, всего вам доброго. Я Хара. Опять-таки и с удовольствием скажу здравствуйте, здоровья вам и всего самого лучшего. Я Саш, я Хара. Пока-пока.